Салам алейкум, хурбетле милләттәшләр, хамма достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. С самого детства, со школьной парты, я слышу о том, что башкиры добровольно вошли в состав московского государства. Но так ли это было на самом деле? Буквально недавно мне попалась очень интересная карта, датированная 1908 годом, то есть которая была опубликована еще во времена именно Российской империи, до советской власти. Называется она «Карта постепенного расширения пределов Российской империи с 1462 года». Давайте посмотрим на нее вместе. Итак, что мы видим на этой карте? Мы видим, что здесь в центре темно-красным цветом выделено государство Московское к 1462 году. Небольшое государство. И вот постепенно показано здесь разными цветами, выделено, как она постепенно завоевывала и присоединяла другие земли. Итак, вот здесь, если посмотрим мы выше, написано «Завоевано в княжении Иоанна III, 1462-1505 года». Здесь как раз в то время были завоеваны земли Великого Новгорода, а также вот поморские земли здесь. Если мы посмотрим левее, написано присоединение Василием III, 1505-1533 года. Как раз когда были присоединены Смоленское княжество, Черниговское княжество. Ниже, если мы посмотрим, написано Царство Казанское в 1552 году, Царство Астраханское в 1556 году, Царство Сибирское, немножко другим цветом выделено, в 1582 году. И все это, все эти территории, вот выделена надпись «Покорены Иоанном IV Грозным». Здесь как раз и были башкирские земли. И мы видим, что как раз по башкирским землям, вот там где вот как раз указана Уфа, по башкирским землям стоит такая линия, где показано, что царство Казанское, куда входила часть башкирских земель, было покорено в 1552 году, а через 30 лет было покорено царство Сибирское или Сибирское ханство в 1582 году, куда входила другая часть башкирских земель. Ну и в дальнейшем мы видим, что здесь как постепенно присоединялись земли. Написано вот завоевано в царствовании Федора Иоанновича 1593 год. Завоевано в царствовании Бориса Годунова 1598-1605 года. Михаила Федоровича завоевано в царствовании Михаила Федоровича Романова 1613-1645 год. Это уже Дальний Восток. Ну и постепенно мы видим, да, здесь, как присоединялись земли. Видим мы здесь, как присоединялся Туркестан, завоеван в царствовании императора Александра II. Видим мы здесь, как первый раздел Польши 1773 год, второй раздел Польши 1793 год, третий раздел Польши 1795 год. Как постепенно присоединение Крыма 1783 год. Как вот это все постепенно завоевывалось, покорялось и присоединялось. О чем это говорит? Это говорит о том, что все территории так называемой Российской империи, которая была разрушена в 1917 году, к тому моменту, все территории ее были покорены и завоеваны. И они даже не стеснялись это указывать. Четко, прям конкретно писали в картах. Завоеваны, покорены. Потому что они этим гордились. Они восславляли силу своего оружия, как они покоряли те или иные народы, те или иные царства или государства. Что произошло потом? Потом пришла советская власть. История была во многом искажена, переписана. И началось внедрение в сознание башкир, ну и вообще всех жителей СССР о том, что те или иные земли добровольно входили в состав Российской империи, сперва Московского государства, потом Российской империи. В том числе это касалось и башкир. В учебнике начали писаться о том, что было добровольное вхождение. Вот башкирские бии
башкирских родов: Юрматы, Мин, Кыпсак, Бурзян и так далее. Вот они пришли к белому Ак-патша, как его назывались, белый падишах Иван IV Грозный, и попросили его, чтобы он взял башкирские земли в состав московского государства. На самом деле этого не было. На самом деле все территории были завоеваны. Именно поэтому башкиры долгое время сопротивлялись. Как мы видим, половина башкирских земель была завоевана только в 1580 году, а еще многие земли также были в дальнейшем, даже к 1600 годам еще только были присоединены. Буквально 100 лет потом еще присоединялись башкирские земли силой оружия. Поэтому башкиры постоянно поднимали восстание, постоянно старались обрести свою независимость. А нам постоянно вталкивали с советских времен о том, что мы добровольно вошли в состав. Были утверждены вот эти празднования в честь добровольного вхождения. Вот такое пышное празднование было в 400-летие вхождения башкирских земель в состав московского государства. Потом 450-летие. Была установлена вот это вот так называемый монумент дружбы, стелла, дружбы народов, русского и башкирского народа. Как раз, кстати, кто не знает, эта стелла, этот монумент установлен именно на тех землях, на том самом месте, где было лобное место, где казнили башкир. Наших башкир, наших батыров, которые поднимали восстание, которые вели войны с этими московскими захватчиками. Вот на этом самом месте их там казнили, четвертовали, пытали, вешали в наказание всем другим. И вот на этом самом месте, как бы смеясь над нашей историей кровавой, был установлен вот этот монумент дружбы русского и башкирского народа. Всем историкам, всем писателям было приказано постоянно везде писать, упоминать, придумывать, обрисовывать, как это все это происходило. Добровольное якобы вхождение башкир в состав московского государства. На самом деле ничего подобного не было. Было завоевание и покорение. Говорят о том, историки постоянно говорят о том, что были какие-то грамоты подписаны, где стояли тамги наших башкирских биев о добровольном вхождении. На самом деле ни одного исторического документа нету о том, что башкиры добровольно отдали свои земли московскому государю. Нету ни одного исторического источника. И мне вот интересно, глядя вот на эту карту, что наши башкирские историки смогут в оправдании сказать, когда они до сих пор, когда уже открылось столько много архивных источников, подтверждающих, что не было никакого добровольного вхождения, что было покорение, как они прям так и указывают в картах, было завоевание кровавое, попытка насильственной христианизации, уничтожали, вешали, убивали наших башкир, ссылали на каторгу. Башкиры воевали, поднимали оружие, их за это еще больше уничтожали, подавляли. Как они будут обосновывать после того, как вот сейчас появляются такие вот источники исторические, а в дальнейшем, когда падет московская власть, когда падет вот этот путинский режим, рухнет, мы откроем архивы московские и вытащим на свет документы, которые подтвердят то, что не было никакого добровольного вхождения, что было завоевание, покорение, как они пишут сами. Не было никакого добровольного. Что скажут наши вот эти доморощенные башкирские историки? Русские историки, понятно, у них задача была придумывать о добровольном вхождении. Но что скажут наши коллаборационисты, башкирские историки, политики, которые постоянно в грудь себя били, говорили о том, что мы добровольно вошли? Что они скажут? Я утверждал и утверждаю, что не было никакого добровольного вхождения. Было завоевание и покорение нас. Мы колонизированный народ. И мы имеем право на независимость. Ну, и те народы, которые тоже добровольно вошли, есть такие, как вот грузинское царство. Есть конкретный исторический документ вхождения грузинского царства в Российскую империю. Ну, они получили независимость, живут сейчас, все нормально. Но у нас
сохранились документы, подтверждающие о том, что грузинское царство входит в состав Российской империи. Вот это можно сказать, что да, они добровольно вошли. Но у нас такого не было. И нету ни одного исторического источника, еще раз говорю, не найдете вы этого. А вот подтверждение о том, что было завоевано и покорено, есть, и их много достаточно. Поэтому, друзья мои, башкиры не входили добровольно в состав Московского государства и Российской империи в дальнейшем. Башкиры всегда стремились получить свою независимость. Боролись они не просто за свои земли, не просто за свои права, а именно они всегда боролись за независимость. За то, чтобы создать свое отдельное независимое государство во главе со своим ханом и жить отдельно и независимо. Не было никакого добровольного вхождения. Всегда башкиры боролись за независимость. И мы в скором времени эту независимость получим, иншаллах.